Настоящие мини-футбольные страсти кипели в течение 3 дней в Илишевском районе. В физкультурно-оздоровительном комплексе села Верхнее Иркеево прошел финал соревнований по мини-футболу в рамках республиканской спартакиады школьников. Позвольте мне от имени администрации муниципального района горячо и сердечно поприветствовать на нашей легендарной Илишевской земле. Спартакиада школьников проходит уже в 22-й раз. В этом году к привычным 8 дисциплинам добавилась греко-римская борьба. Здесь у нас собрались все победители зональных соревнований, и на данное время здесь у нас 17 команд. Перспектива развития школьного спорта, это, конечно, у нас на местах это школьные спортивные клубы. На данное время у нас в республике 1175 школьных спортивных клубов. Основная задача – это массовость. Чем больше у нас школьников задействовано в спартакиаде школьников и просто в тренировочном процессе, тем лучше. То есть у нас в 21-й спартакиаде школьников приняло участие 440 250 детей. То есть из общего количества обучающихся по республике это у нас 478 тысяч детей. И нужно довести вот этот в процентной ставке до 100. 17 районов и городов республики, около 250 юных спортсменов встретились в одном зале, чтобы выявить сильнейшего. Причем в футбол играли не только юноши. Всего на турнире приняло участие 7 команд девушек. Девочки, поздравляю вас с победой. Была очень интересная, красивая игра. Это у вас была первая игра или вы уже играли с кем-то? Играли. С кем играли? Как вам игралось? Рассказывайте. С Илишевским районом играли. Выиграли 4-0. Да, а сейчас? Сейчас 3-0. С Зелоюрским. Мы в районе выигрывали, на зоны У нас где-то ездили. 12 школ было. Зону выиграли, они с первого места вышли, всех выиграли. И вот сейчас в финал попали. В финале пока тоже удачно идем. И попали в финальную четверку. Дальше завтра будем бороться. За первое место. За первое место стараться. В том году вы тоже ездили в финальные соревнования, второй, третий год. Третье место взяли здесь. Мы тут уже почти что прописались, постоянно ездим. Очень хорошо здесь принимают. Спортзал отличный. Первый день соревнований прошли игры между командами городских округов. В итоге среди юношей победителями стали учащиеся из Уфы, на втором месте Стерлитамак, на третьем Благовещенск. Среди женских команд победу одержали школьницы из города Бирска. Учелинская команда на втором, Октябрьская на третьем местах. Далее напряженная борьба началась между командами муниципальных районов. Неутомимое стремление к победе делало каждую игру захватывающей и интересной.
Илишевский район на этих соревнованиях представляли команда девушек из Базитамакской средней школы под руководством Марата Мусабирова и команда юношей Верхнеаркиевской средней школы имени Талгата Рахманова. Ребят готовили тренер Альфир Янгиров и учитель физкультуры Юрий Коровкин. Среди девушек победу четко и уверенно отвоевала команда Калтасинского района, серебро у Салаватского района, бронза у Уфимского. Среди юношей Караидельский и Салаватский районы поделили между собой 2-е и 3-е места, а сильнейшими стали хозяева турнира – илишевские мини-футболисты. Что вам сегодня помогло одержать победу? Силу духа, мы занимались футболом с раннего детства, не пропускали никакие тренировки. Еще в дальнейшем будем этим заниматься и упорно тренироваться для дальнейших побед. Мы тренировались через день и не пропускали тренировки. 2,5 часа. 2:30. Специальных номинаций удостоились игроки, защитники, вратари, особо отличившиеся во время состязаний. И лучшим игроком турнира был признан наш Алмаз Нургалиев. Как известно, из года в год мальчишки с огромным удовольствием занимаются в секции, которая функционирует на базе физкультурно-оздоровительного комплекса села Верхнеаркиево. Сегодня здесь тренируются 4 группы, в которых числится более 80 юных мини-футболистов. Увеличивается и количество взрослых, постоянных любителей футбола. Около 40 человек регулярно тренируются и проводят между собой соревнования. Таким образом, мини-футбол остается одним из самых популярных видов спорта в районе. И неудивительно, что такие масштабные соревнования проходят именно у нас. Соревнования прошли на очень высоком уровне. Команды все были готовы очень хорошо. Питание было организовано комплексно в кафе «Колизей». Также в свободное время ребята сходили в наш местный кинотеатр Мусы Гареева, где посмотрели фильмы. Размещение было у юношей в Башкирском аграрном технологическом колледже, девочки разместились в гимназии. Условия были созданы для всех команд благоприятные, все команды от нас уехали с хорошим настроением. Итоги финальных игр по мини-футболу подведены, чемпионы выявлены. Дальше нашим юным спортсменам предстоит защищать честь района на зональных соревнованиях по волейболу в Бакалах и по национальной борьбе Куреш, которые также пройдут в нашем районе. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».